Эту удивительную на самом деле книгу написал татарский филолог, ученый, писатель из Набережных Челнов Рафис Салимжанов. Выпуск 7. Чингисхан не был темучином. Вся наша планета сегодня просто замучена двойным стандартом. Я хороший, другие плохие. Моя религия самая хорошая. Моя нация самая хорошая. Моя страна самая хорошая и великая. Земля уже до того измучена нарзаном двойного стандарта. Сколько же можно поддаваться этому маразму самолюбования и величия? 800 лет тому назад Чингисхан отказался от двойного стандарта. Надо уважать все религии, не предпочитая ни одну из них. Я ем то и одеваю то, что есть и одевает простой пастух. Уважайте стариков и бедных. Существует равенство. Каждый человек работает столько же, сколько другой. Нет различия. Никакого внимания не уделяется богатству или значимости. Он, Чингисхан, запретил есть что-либо в присутствии другого, не приглашая его разделить пищу. Он запретил любому человеку есть больше, чем его товарищи. Чингисхан разделил людей только на две части: на подлых, злых и несправедливых и на благородных, справедливых и правильных. Он уважал и поднимал только честных людей. Мир еще придет Чингисхану. Придет не войной, придет умом. Есть тюркское слово «тимир». Оно означает «железо». От этого слова происходят тюркско-татарские имена Тимир, Тимур. Тимуров много, и знаменитых, и незнаменитых. Тимуров было достаточно и в давние времена. Например, много золота ордынских ханов и чингизидов по всему миру носили это имя. Почему? Этим вопросом никто, похоже, не задавался. Между прочим, все Тимуры носили имя своего великого прадеда. Одним из самых известных Тимуров в истории был Тамерлан, хромой Тимур, 1336-1405 годы жизни, или Ахсак Тимур на тюркско-татарском языке. Но он не чингизид по мужской линии и не имел права называться ханом. Он обыкновенный эмир, от тюркско-татарского амир, то есть приказ, каких было достаточно. Между прочим, в Узбекистане сегодня гордятся хромым Тимуром так же, как Россия гордится Суворовым или Кутузовым, кстати, в жилах которых течет тоже татарская кровь. Как Франция гордится Наполеоном, так Узбекистан гордится Тимуром. С одной стороны, все вроде бы правильно делает Узбекистан, сильно возгордившись в последнее время своим хромым Тимуром. Хе-хе. Цивилизованным европейцам можно покрасоваться в своих историях великими полководцами и человекоубийцами, чем они являются на самом деле. А вот азиатам нельзя этого делать? Что же, азиатские славные полководцы хуже римских или европейских человекоубийц и так называемых великих русских полководцев, которых в России некоторые мечтатели насчитали аж целых 100 штук? Между прочим, я думаю, что имя Тимир прославил не хромой Тимур, который, между прочим, тоже калякал на чистейшем тюркско-татарском языке. Прославил это имя сам Чингисхан, которого ЮНЕСКО признала самым выдающимся человеком последнего тысячелетия. Нет, не Тимучин его имя, как пишут сегодня в интернетах и в толстых томах по истории. Тимучин – китайская транскрипция. Буква «Р» на китайском языке отсутствует. Вернее, звучит по-другому, от которого пошло-поехало это самое имя Темучин.
Я думаю, ее звали Тимирче или Тимирша, что означает «кузнец». Железо и кузнец на тюркском языке от одного корня. Короче, часто даваемое сыновьям и сегодня имя Тимир Тимур – это и есть имя Чингисхана, без тюркско-татарских окончаний Че-Ше.